Школьники из Якутии стали первыми гостями Центра профнавигации университета МИСИС в Москве. Физико-технический лицей имени Ларионова в 2015 году стал базовой школой Российской академии наук. В этом же году в лицее запустили профобразовательный проект. Старшеклассники побывали в ведущих вузах Казани, Владивостока, Санкт-Петербурга и Москвы. Туяра Константинова продолжит. Российский технический университет по праву называют площадкой для профессионального роста. Это первый вуз в стране, получивший статус Национального исследовательского технологического университета. Получая знания в аудиториях, вчерашние школьники становятся востребованными специалистами в области горного дела, металлургии и информационных технологий. К нам часто приезжают студенты из Якутии. Они ориентированы на горные специальности, но в последнее время они уже выбирают, может быть, более перспективные специальности, такие как нанотехнологии, наноэлектроника, материаловедение, информационные специальности и так далее. Трудолюбие раза в 2 выше, чем в среднем по нашей стране. И, что самое главное, они знают, зачем они учатся, они мотивированы. Физико-технический лицей имени Ларионова в 2015 году стал базовой школой Российской академии наук. В том же году в лицее запустили профобразовательный проект. Над вопросом, кем стать, ребята начинают задумываться уже со среднего звена. Проводим хакатон, воркшоп для того, чтобы ребята правильно выбрали будущую профессию. Да? Также у нас проводятся так называемые open lunch. В этом году прием студентов МИСИС будет проводиться по новым правилам, утвержденным Минобрнауки. Прием документов начинается с 20 июня. С этого года ребята могут сделать выбор, какой предмет они могут заявить. Например, на некоторые специальности, кроме физики, можно заявить, например, информатику. У ребят есть больше возможностей по выбору экзаменов в форме ЕГЭ, которые они могут сдавать, и они могут иметь больше возможностей по заявлению их при поступлении в вузы. Я буду поступать в МИСИС на специалитет нанотехнологии, так как считаю, что это крайне перспективная на сегодняшний момент времени специальность, и хочу приносить вклад в науку. История технологического университета началась 100 лет назад. Горная академия стала кузницей кадров и для промышленных предприятий Якутии. Здесь готовят специалистов по 135 направлениям. Абитуриентов из Якутии сегодня ждут на новых факультетах биомедицины, нанотехнологий и бизнес-информатики. Туяра Константинова, Джуль Березкин, Москва.